Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – наследие народа. Сегодня на уроке вы будете определять основные моменты в прослушанном тексте. Научитесь создавать высказывания по данному началу текста. Ребята, о чем мы сегодня будем говорить? Чтобы определить тему нашего урока, мы с вами проведем мозговой штурм. По горизонтали. Это произведение фольклора – краткое, мудрое изречение. 4. Архитектурное или скульптурное сооружение в честь какого-нибудь лица или события. 5. Вид искусства, в котором с помощью звуков и музыкальных средств можно рассказать даже о том, чего не передать словами. По вертикали. 2. Это музыкальный жанр, в котором соединились поэтическое слово и музыка. 3. Вымышленный рассказ о героях или необычных волшебных событиях и приключениях. Ребята, работаем. Молодцы, ребята, вы уже отгадали. 3 слово – сказки. 2 – песня. 5 – музыка. 1 – пословица. 4 – памятник. Ребята, мы теперь с вами уяснили, что тема нашего урока посвящена теме наследия народа. Все наши отгаданные слова относятся к теме культурное наследие. А теперь, ребята, мы с вами проведем словарную работу. Что такое культура? Это совокупность производственных, общественных и духовных достижений людей. Культурное наследие – это выдающиеся произведения народного творчества, литературы, музыки, изобразительного искусства, архитектурные сооружения, сохраненные для вас предшествующими поколениями. А сейчас, ребята, нам нужно определить, какие рисунки относятся к культурному наследию. Внимательно посмотрите. Молодцы, ребята, правильно нашли. Посмотрите, что у нас осталось. Домбра, золотой человек, мавзолей, книга, кобус. Молодцы, ребята, что правильно нашли ответ. А теперь, ребята, следующее задание. Соотнесите слова из первой колонки со словами второй колонки. Будьте внимательны. А теперь, ребята, проверим себя. Какие у нас получились слова? Народные сказки, культурное наследие, архитектурный памятник, народная песня. Что у нас получилось, когда мы соотнесли эти слова? Правильно, ребята, это у нас получилось словосочетание. Следующее задание, ребята. Прослушайте притчу «Старик и дерево». Определите идею текста. Составьте тонкие и толстые вопросы. Молодой человек увидел старика, сажающего дерево. Юноша спросил у него, сколько нужно лет, чтобы это дерево выросло и принесло плоды? Пожилой человек ответил, дерево это принесет плоды только через 70 лет. Тогда юноша спросил его снова, чувствуешь ли ты себя настолько здоровым и крепким, чтобы дожить до этого времени? Тот ответил, за свою жизнь я отведал много плодов с деревьев, посаженных для меня моим дедом. Теперь, в свою очередь, я сажаю деревья для своих детей. Следующее задание, ребята. Определите идею притчи. Правильно, ребята. Образ дерева с плодами – это культурное наследие, благодаря которому люди постигают высшие человеческие ценности – любовь, добро, красоту, мир, мудрость. Чтобы сохранить культурное наследие, нужно его глубоко познать и передать это знание детям. Дерево, посаженное стариком,
Это сохранение людьми культурного наследия. Настала очередь составить тонкие и толстые вопросы. Тонкие вопросы. Кто является героями притчи? Как произошла встреча героев? Какой вопрос задал юноша пожилому человеку? А теперь, ребята, ответим на толстые вопросы. Почему старик заботится о будущем детей? С чем можно сравнить культурное наследие в этой притче? О каких важных для нас ценностях говорится в этой притче? Перед вами незаконченная пословица. Дополните ее. Чем дальше смотрим в будущее, тем больше дорожим. Правильно, ребята, вы нашли. Чем дальше смотрим в будущее, тем больше дорожим прошлым. Как вы понимаете эту пословицу? Чтобы понять настоящее, нужно обратиться к прошлому, образ которого запечатлен в культурном наследии народа. Допишите словосочетание «дорожить прошлым», чтобы получилось предложение. Дорожить прошлым – это внимательно думаем. Дорожить прошлым – это свято хранить заветы, наказы предков, постигать свои корни, познавать себя. Давайте, ребята, проведем рубрику «Сам себе корреспондент». Представьте, что вы корреспондент школьного журнала, и вам дали задание подготовить репортаж или заметку. Итак, первое задание. Расскажите в школьном журнале о том, как и когда обнаружили археологическое чудо «Золотой человек». Итог урока. Сегодня на уроке вы научились определять основные моменты в прослушанном тексте, а также создавали высказывания по данному началу текста. А теперь, ребята, мы с вами проведем рефлексию. Представьте то дерево, которое посадили и вырастили для нас наши предки. Какое наследие они нам оставили? Допишите кластер «Культурное наследие народа». Мавзолей Хаджи Ахмеда Яссави «Казахские народные сказки». Остальное дополните сами, ребята. Ребята, на этом урок закончен. До свидания. Я надеюсь, что вам урок очень понравился.